Чудесное спасение в Ухте. Благодаря местному жителю удалось избежать страшных последствий от обрушения снега с кровли местной бани. Накануне вечером лавина едва не накрыла горожанку. Только своевременный окрик Артура Браславского спас женщину. Сам герой пожарный договорного подразделения МЧС 94-й пожарно-спасательной части на месте происшествия оказался совершенно случайно, но очень вовремя. Подробности истории со счастливым концом у Виктории Науменко. Осторожно, зайдите обратно. Ну здесь снег валится с крыши. Через другой, отойдите! Это видео уже успело разойтись по соцсетям и даже попасть в сюжеты федеральных каналов. Его автор Артур Браславский. Молодой человек планировал снять на камеру мобильного телефона просто сход снега, но никак не собственный геройский поступок. К слову, сам он себя героем не считает. Просто в тот вечер шел мимо бани, разговаривал по телефону со своей девушкой и услышал шум с крыши здания. Подумал сначала, что идет ремонт. Поговорив со своей девушкой, сбросил телефон, сбросил трубку. Решил вернуться к тому месту, откуда я услышал звук. По возвращению в то место увидел на краю крыши скопление снега. Ну и понял, что сейчас будет, собственно говоря, обвал вот этой всей лавины. Думаю, надо заснять, потому что кадр интересный, думаю, получился бы. Ну и пока стоял, снимал происходящее, вышла девушка, женщина. Снежная лавина сошла ровно в то место, где женщина оказалась бы через несколько секунд. Ее спас Артур, когда во весь голос закричал: «Осторожно, зайдите обратно». Снег был талый, тяжелый, и травмы могли быть весьма серьезные. Именно здесь вечером 16 марта чуть не произошла трагедия. Снежной массой с вот этой кровли чуть не завалила женщину. Сейчас крыша выглядит относительно безопасно. Впрочем, на соседнем строении мы видим такую же лавину. Благо, с этого фасада нет входа в здание. Уже позже, когда видео разлетелось по сети, стало известно, автор видео геройского поступка – сотрудник подразделения МЧС. Впрочем, Артур считает, что дело вовсе не в его профессии. Любой, кто заметил бы такую опасность, предупредил бы окружающих людей. Я, честно сказать, вообще не ожидал, что это все приобретет такой вообще масштаб, такой резонанс. Вообще это должно быть за правило взято, что если есть какая-то вероятность травмы человека, и ты можешь ее предотвратить, то нужно ее предотвратить. У ухтинцев, руководства и посетителей бани случай вызвал немалое удивление. Последние отмечают, что за зданием в любое время года ухаживают. Зимой и весной вовремя чистят кровлю, если не успевают, выставляют предупреждающее ограждение. Насколько активно чистят с крыши здания бани? Насколько хорошо ухаживают? Чистят, хорошо, чистят. Регулярно и хорошо. Да, мне устраивает все. Я просто, наверное, действительно не обращала внимания. Я понимаю, что они ухаживают за зданием. Как поясняет руководство бани, очистку кровли в здании проводят регулярно, и в эти дни как раз ждали бригады для высотных работ. При этом все опасные места вокруг ограждены предупреждающими растяжками. Это задний двор, там выходы, арендаторов там нету, выходы там были перекрыты и запланированы работы по очистке крыши от снега. Но в связи с резким потеплением и то, что крыша ломаная, острая, произошел внезапный сход. Всех были предупреждены, выходы были закрыты. Так говорит директор бани, но на видео картина обратная. Женщина спокойно открыла дверь и собирается идти дальше. Ничто ей путь не преграждало, и спас ее только счастливый случай. Впрочем, руководство учреждения все расстоит на своем. Предупреждающие знаки на выходе были. Посетительница их просто не заметила. А закрыть дверь на замки в опасных местах руководство бани не имеет права, ведь это уже нарушение противопожарных норм. Есть объявление о том, что выходы закрыты, те на заднем дворе, они закрыты. Есть объявление о том, что нельзя через них выходить, но люди, к сожалению, идут и не смотрят ни на объявление, ни на что. Ситуацию комментируют и в Ухтинской мэрии. Там говорят, на территории муниципалитета действует распоряжение об очистке кровель. Оно было опубликовано еще 26 января. Все организации приняли его к сведению, а сама администрация держит исполнение на контроле. Повлиять в том плане, как именно ходим, предупреждаем, то есть людей, обязать мы их самих не можем. То есть оперативно, буквально мы минут 15 назад зашли, попросили, и вот уже работа ведется. В случае травмирования граждан из-за схода снега с крыши ответственность несет собственник здания. Если речь о жилом доме, управляющая компания. И все же большая ответственность на самих гражданах. Весной, когда начинается оттепель, важно самим быть осторожными, не ходить вблизи опасных скатов. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.